умной игрушкой, а потом забрасывает ее. Я хочу сказать, что многие игрушки и игровой материал дидактический рассчитан на то, чтобы мы вместе играли с ребенком. Но, к сожалению, у нас сегодня так складывается жизнь, что много времени посвятить ребенку ежедневно мы не можем. При этом, когда мы дарим ребенку своему дорогую игрушку, мы обижаемся на него, если он буквально в первый или во второй вечер разбирает эту игрушку буквально по частям. Хотя это свойственно ребенку, он хочет всегда узнать, а что там внутри. И если ребенок такие цели перед собой ставит, если он пытается заглянуть внутрь игрушки, если он пытается разобрать механизм, то это замечательно. Значит, у вашего ребенка пытливый ум. И это хорошо, что он хочет узнать, из чего эта игрушка сделана. Но при этом мы обижаемся на него, почему он сломал такую дорогую, такую красивую игрушку. Вот сегодня попытаюсь вас привлечь к такому материалу, как игрушка из всего. Обязательно ли тратить на игрушку большие деньги и стремиться получить игровой материал супер, самый современный? Да, очень хочется, чтобы наши дети играли пособиями из современных технологий, чтобы у них были супер электронные игры, супер электронные игрушки. Но вот еще раз говорю, дети не всегда бережно относятся к этим игрушкам. И при том, когда у них нет партнера в игре, они могут игрушку оставить, они могут не захотеть дальше с ней играть. То, что я сегодня вашему вниманию предлагаю, это все сделано из материала, который раньше назывался бросовый материал. Его можно облагородить, можно сделать его очень интересным. А самое интересное, самое главное, когда мы выбираем игрушку, когда мы даем ребенку игрушку, мы должны помнить, что игрушка должна быть безопасна. Вот весь материал, который я использовала для изготовления этого игрового материала, он является безопасным, он является экологически чистым, он никаким образом не повлияет негативно на здоровье ребенка. Второе. Все игрушки, которые я хочу вам сегодня показать, они прошли апробацию моими внуками, они все играют в эти игрушки, им очень интересно во все играть. Кроме того, есть игрушки, игровой материал дидактический, который я предлагаю своим учащимся детям первого класса, с которым я сегодня работаю. Давайте начнем с самого начала. Итак, у нас у всех есть обувная коробка. У нас у всех есть оберточный материал. Слава Богу, мужчины не обделяют нас вниманием, дарят нам букеты. Все сегодня букеты в оберточной красивой бумаге, с красивыми ленточками, которые иногда мы не знаем, куда деть, а когда мы поставим перед собой цель, как это можно использовать, получается из обувной коробки вот такая красивая волшебная коробка, в которой можно хранить сюрпризы для детей, можно хранить при определенных условиях угощения для ребенка, можно собирать вместе с ребенком какие-то мелкие детали, собирать игровой материал, изобразительный материал. Если вы все разложите в такие красивые коробочки у себя дома, в уголке, где ребенок чаще всего ваш бывает, то это будет очень нарядно, очень красиво, эстетично и аккуратно. Итак, у нас сегодня в этой коробочке вот такая замечательная сеточка. В сеточке находятся пробки. Вообще, сегодня очень много материала, который я вам предлагаю, он сделан из пробок. Это все пробочки от пищевых продуктов, следовательно, они являются безопасными, следовательно, они являются экологически чистыми, и мы можем совершенно, не опасаясь за здоровье ребенка, дать им этот материал. Ну, кроме того, я постепенно буду рассказывать, что из чего сделано. Если вы внимательно посмотрите вот на эту игрушку, она сделана из
втулки бумажных полотенец для кухни. Она очень прочная, надежная, она безопасная. Здесь нельзя ничем ребенку пораниться. Даже если ребенок стукнет, ударит себя вот этой палочкой такой из папье-маше, то это будет совершенно безопасно, ему не будет. Эта втулочка тоже так же из бумаги, полотенец, которые мы используем на кухне. Ну, бутылки замечательные, такие. Это бутылки из-под молока. Смотрите, у нас практически получилась матрешка, да? Самая высокая, ниже и самая низкая. Или самая маленькая, больше и самая большая. В эти бутылочки мы положили мишуру новогоднюю. Причем, смотрите, мы пытались так подобрать новогоднюю мишуру, чтобы она соответствовала пробочке бутылки. С этими бутылками что мы делаем? Мы их катаем, мы их прячем, мы их пинаем, мы их бросаем, мы их крутим. Когда устраиваем вот такой фейерверк из бутылочек у нас дома, наша маленькая девочка Саша, которая сегодня 1,5 года, визжит, и это очень нравится. Она бывает просто возьмет эти все бутылочки в руки и ходит по квартире. Потому что они нарядные, потому что они очень веселые и украшают просто наш быт. Итак, таких бутылок у нас очень много. Самое главное, опять-таки, останавливаюсь на том, что это безопасно. Если вы поиграете с ребенком вот так, привычный вариант измените. На эту бутылочку, где у нас красная мишура, вы наденете синюю пробочку, а на эту бутылочку, где у нас голубая мишура, вы наденете красную бутылочку. Уверяю вас, ребенок очень быстро это заметит. И очень быстро вам скажет, что надо поменять, надо вернуть на место. Вот мы с вами прошли половину пути к тому, чтобы обучить ребенка к дифференциации цвета. Не надо долгих занятий, не надо долгих объяснений ребенку. Он сам очень быстро это заметит и в скором времени вам скажет, где красная пробочка, где синяя пробочка, а где зеленая пробочка. Я очень люблю эти бутылки. Теперь я покажу первую игрушку, которая у нас появилась. Смотрите, я специально не стала никак облагораживать эту бутылку. Это белая бутылочка от кефира. У нас была такая ленточка, мы привязали. Мы эту бутылочку дали ребенку, когда она только-только начинала ходить. Она брала бутылку и ходила по квартире, таскала за собой. Теперь мы эту бутылку опять-таки бросаем. Причем, знаете, я хочу сказать, что ребенок очень четко понимает, что если она сильно бросит бутылочку, она улетит далеко. А если она не очень много усилий приложит, то бутылочка далеко не полетит. Вот нам с вами графомоторные функции мы будем развивать и готовить ребенка к письму, чтобы он понимал силу своих действий и результат, полученный в результате работы с этой бутылочкой. Так, что мы любим и еще во что играть? Вот эти маленькие контейнеры, они наполнены крупой. В 3 контейнерах гречневая крупа, в 3 контейнерах манная крупа, в 3 контейнерах горох. Посмотрите, вначале я предлагаю ребенку найти контейнеры с одинаковым звуком. Здесь у нас манная крупа. Может быть, не очень слышно? Так, 3 контейнер с другой крупой, уже другой звук. Итак, ребенок учится слышать одинаковый звук, звучание одинаковых контейнеров. Потом, когда мы ему предлагаем больше выбор, он с легкостью найдет 2 контейнера. Во-первых, они одинаковые по цвету, и цвет будет ребенку подсказывать, какие надо контейнеры взять. Усложняем задачу. Мы ребенку предлагаем еще 1 контейнер с таким же звуком. Еще 1 контейнер с таким же звуком. Теперь ребенок должен найти, понимать, что есть одинаковые контейнеры по цвету, но есть еще другой контейнер другого цвета, который звучит точно так же.
У нас обязательно вот среди этих игрушек может быть игрушка пустая, чтобы мотивировать ребенка прислушиваться, и чтобы он понял, что есть контейнеры не только звучащие, но и не звучащие, там, где звука нет. А для того, чтобы это было весело, для того, чтобы это было красиво, вы вместе с ребенком можете вот эти контейнера обклеить цветной бумагой. Еще лучше будет, вот здесь, видите, у нас гладкая бумага цветная, да, а вот здесь шершавая. И когда разным по фактуре материалам мы обклеиваем эти контейнеры, получается еще и очень хорошая стимуляция тактильных ощущений. Ребенок знает, что такое гладко, знает, что такое шершавая поверхность. Мы можем с вами и использовать металлизированную бумагу, блестящую, абсолютно разных оттенков, абсолютно разного цвета. Этим можно играть как угодно. Мы этим играем в прятки еще, кроме всего прочего. То есть я могу спрятать все контейнеры, а дети будут искать где-то, где в шкафу, под столом, под креслом, за креслом. И когда мы обговариваем, где находится вот этот контейнер, мы еще и формируем у ребенка пространственное представление. Мы формируем у него представление о пространственных предлогах. Я думаю, что когда малышка вырастет, для нее употребление пространственных предлогов уже не будет столь сложным, как это бывает у других деток. Так. Мне очень нравится, я очень люблю вот эти игрушки. Я уже показала. Смотрите. Очень просто сделать. Сделать такую игрушку займет у вас времени 30-40, не больше. Ее можно сделать яркую, ее можно сделать нарядную. Опять-таки, это ваша фантазия, это ваше желание. Самое главное, эту игрушку вы делаете вместе с ребенком или вместе с детьми, с которыми вы живете. Они вам будут помогать намазывать клеем, они будут придумывать, какой рисунок вы будете делать, они будут выбирать вам шнурочки, в какой последовательности повесить. А у нас с вами есть образовательная задача – формировать у ребенка правильно щепоть. Вот он берет. К сожалению, у нас сегодня у детей нет пуговиц, к сожалению, у нас нет крючков, у нас остались одни липучки, и поэтому наши ручки маленькие развиваются проблематично. Когда у нас были пуговицы, когда у нас были крючки, мелкая моторика не так страдала у детей, как сегодня. Да еще наши гаджеты, телефоны, когда работают вот эти два больших пальца, остальные пальцы не работают. И я смотрю вот на деток, которые пришли в 1 класс, проблемы с мелкой моторикой огромные. Давайте начнем вот с таких простых игрушек. Итак, ребенок, он не может взять целой рукой, так как он берет ложку, так как он берет какие-то предметы. Здесь нужно действовать только 3 пальчиками. Вот она щепоть. Прихватили и тянем. Когда мы с вами работаем с этими шнурочками, мы можем читать стихи. Уронили мишку на пол, оторвали мишке лапу. Все равно его не брошу, потому что он хороший. Мы с вами можем проговаривать звуки, звукоряд гласных звуков. Сейчас попробую. Ау. Веревочка тянется, и ребенок понимает, что делать промежутки между произнесением звуков не следует. Давай будем тянуть веревочку и петь звуки так, как нам это необходимо. Мы можем с вами заниматься с такой игрушкой автоматизацией звуков, которые мы ставим ребенку. Ша, 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 ша. Еще подобная игрушка. Так, это, конечно, игрушка для малышей, но я вам хочу сказать, что 5-летний ребенок тоже с огромным удовольствием играл в эту игрушку. Смотрите, красивая, яркая, привлекательная для детей. Итак, какой цветочек сейчас у нас выйдет из домика? Зеленый, а потом желтый, а потом оранжевый. И так можно сидеть очень долго.
Дети любят яркие предметы. Опять-таки, главный критерий здесь – безопасность. Самое главное, что это все сделано из того материала, который уже нам не нужен и который мы больше использовать не будем. Опять-таки украсили втулочку. Можно такую же точную игрушку сделать с мелкими игрушками на веревочке. И ребенку будет интересно маленькому доставать еще оттуда и игрушки. Опять-таки, когда мы тянем веревочку, все что угодно, поем песенку, читаем стихотворение, произносим звуки, все, что хотите, что интересно вам самим делать с ребенком, то вы и будете делать. И самое ценное – это будет взаимодействие с ребенком. И еще, если вдруг случайно ребенок не очень аккуратно поиграет с такой игрушкой и сломается игрушка, то уж, конечно, вы найдете, чем заменить ее. Обязательно сделайте еще раз такую же игрушку. Очень хорошая вещь. Смотрите, какой флажок. Это тоже втулка. Это втулка и один лист цветного картона. Приклеили, сделали. С этим флажком мы маршируем по дому. Мы с вами можем этот флажок использовать, если у вас мальчишки строят дорогу, использовать этот флажок как часть постройки. Этот флажок можно использовать, когда вы хотите наградить вашего ребенка за что-то, за какое-то хорошее и интересное действие. Ваш ребенок очень хорошо сегодня прибрался или очень хорошо выполнил задание, вот он получает флажок, флажок стоит. Опять, флажок сделан вместе с ребенком. Мы с вами рассказали ребенку и про цвет флажка, и про форму флажка, и научили его пользоваться правильно клеем. Мы научили ребенка понимать, где верх у флажка, где низ у флажка. Флажок и еще. Посмотрите, посмотрите. Вот какой флажок у Вити. Кто флажок смастерил? Витя сам смастерил. И когда ребенок будет учить это стихотворение, и в руках у него будет вот такой флажок, уверяю вас, стихотворение будет выучено значительно быстрее, а вы получите огромное удовольствие от того, что ваш ребенок приобщается к поэзии. Ну, продолжаем дальше. Тоже несложная, немудренная игрушка. Это страница от книжки. В странице от книжки выбиты дырки. Выбиты дырки. Опять-таки, свободная ленточка, яркая, позволяет нам изготовить из этой игрушки очень простую, очень яркую и интересную шнуровку. Не молчите, когда вы что-то делаете с ребенком руками. Озвучивайте это. У нас есть масса детских песенок, у нас есть много детских стихов. Я понимаю, что мы сегодня уже практически забыли все стихи Агния Барто. Давайте будем возвращаться к тому ценному педагогическому опыту, который накоплен в педагогике. Вы можете и в большую дырку, то есть ребенку шнуровка вот на такой страничке, которую вы сделаете сами, доступна и очень маленькому, потому что он будет работать вот в этой большой дырочке, и ребенку повзрослее, тому, которому 3, 4, даже 5 лет. Так, любимая моя игра, любимые мои вещи – это пробочки. Вот посмотрите, у меня они есть разные. Есть пробочки из-под молока, они разноцветные. Вот наша коробочка из-под конфет, она с такими круглыми выемками. И вместо мозаики можно использовать материал. Вот мы сделали цветок, мы сконструировали замечательный цветок. Очень здорово и красиво. А если у вас ребенок постарше, а вы туда спрячете цифру или спрячете под пробочку букву, то можно еще и таким образом учить ребенка и цифрами, буквами. А если вы спрячете в определенном порядке, а потом ребенок у вас снимет, вы можете начать обучить ребенка чтению. Вначале читать слоги, а потом простые слова.
Пробочки могут быть абсолютно разные по цвету. Очень интересно работать с пробками, когда мы формируем такое мыслительное действие у ребенка, как сериации. Вы начинаете с ребенком, вы даете задание ребенку, как он должен выложить, так, как-то надо положить, чтобы видно, как он должен выкладывать эти пробочки, а ребенок потом за вами повторяет. И это, уважаемые педагоги и родители, путь к грамотному письму. Так. Есть еще очень интересная игра. Она пришла к нам в дом, когда появилось много таких, к сожалению, появилось много таких контейнеров. Вот они беленькие, они большие. Мы стали думать, что из них делать. И получилась вот такая игра. Игра получилась симпатичная. Она тоже в коробочке. Давайте посмотрим. Сейчас мы откроем эту бутылочку. Все бутылочки тоже облагорожены, они украшены цветной бумагой, и все они разные по фактуре. Вот это ворсистая желтая бумага, это абсолютно гладкая. Вот это гладкая, но не такая, как не глянцевая, матовая. Итак, открываем. А там у нас сюрприз. А там у нас такая длинная-длинная ленточка. И в этой бутылочке ленточка соответствует цвету бутылочки. И мы закрепляем с вами цвет, мы закрепляем такое слово, как длинная. У нас еще может быть широкая. Открываем эту бутылочку, мы тоже ждем, там будет синяя ленточка. А нет, она не синяя, а ребенок удивлен. Почему здесь не синяя ленточка? Почему здесь ленточка зеленая? Ленточки приклеены и к пробочке, и на дно бутылочки. Поэтому ребенок не потеряет пробочку, он будет вынужден спрятать ленточку в бутылочку обратно. Тем самым мы опять с вами отрабатываем моторику, мелкую моторику рук. Здесь мы тоже можем и петь, и читать стихотворения, и проговаривать отдельные звуки, проговаривать отдельные слоги. В общем, уважаемые взрослые, тут самое главное немножко, чуть-чуть пофантазировать. Вот еще вещь любимая. Я сразу хочу вам сказать, что вот это ведерко нижнее, оно зеленое. Я не знаю, как вы его видите, но мне предупредили, что оно будет не зеленым на экране. Вообще, это формы для кексов. Мне повезло, я в прошлом году купила. Они силиконовые. Опять-таки, они совершенно безопасны. Даже если ребенок стукнет кого-то рядом стоящего, то это будет не опасно для него. Посмотрите, какие они яркие, какие они привлекательные. Так, я теперь беру свои любимые оранжевые пробочки и даю задание ребенку. Положи пробочку не в желтое ведерко, не в зеленое ведерко. И ребенок должен немножко подумать и использовать по цвету, то есть соотнести по цвету. Я могу положить в желтое ведерко желтые пробочки, в зеленое ведерко зеленые пробочки, но чуть-чуть могу и ошибиться. Ребенок должен определить, где же ошибка, в чем ошибка, что неправильно. И он говорит: ай-яй-яй, вы положили не туда. Мы можем пересчитывать все пробочки и определить, в каком ведерке самое большое количество пробочек. Где больше, где меньше, где одинаковое количество. Это для ребенка очень интересно и очень привлекательно. Так, с этими ведерками мы играем как угодно. Мы строим башню. Вот она башня. Мы прячем под ведерки все, что угодно, любой предмет. Ребенок должен найти. Вот у меня есть свинка. Я прячу под ведерко и прошу ребенка вспомнить, под какое ведерко спрятана свинка. Ребенок ищет
И ура! Нашли! Здорово! Замечательно! Так. Еще раз хочу сказать, что это, конечно, все у вас есть какие-то предметы, какой-то материал, который вы можете использовать. Так, вот коробка из-под конфет. Видите, здесь наклеен лабиринт. И вот такие замечательные игрушки. Такие игрушки детям давали в каком-то магазине, не знаю. Теперь я ставлю. И получается такой ручной балансир. Ребенок должен дойти. Вот мы с вами опять-таки работаем с ручной умелостью. Мы с вами опять развиваем ручную умелость, а еще и координацию, которая у деток бывает недостаточно развита. Ага, я попала. Кроме того, можно в эту игру играть на время. Вы засекаете время. Если у вас есть песочные часы, то вы можете использовать песочные часы. И тот, кто быстрее пришел со старта на финиш или в середину вот этой коробочки, тот и победил. Так, мы прекрасно с вами знаем, что у деток дошкольного возраста проблема с пониманием и запоминанием направления право-лево. Ну вот такая беда у них. Когда мы играем с такой игрушкой, направо-налево, вверх-вниз, очень хорошо ребенок воспринимает. И этот материал он запоминает значительно легче. Это палочки от мороженого. Они раскрашены в разный цвет. Естественно, возникает сразу вопрос, где использовать. Ну, в первую очередь, это счетный материал, безусловно. Когда мы учимся считать, опять мы с вами берем оранжевые палочки, мы с вами берем желтые палочки и пересчитываем, мы узнаем, каких палочек больше, оранжевых или желтых. Сравнение числа. Но эти палочки мы используем, кроме того, что мы их пересчитываем, как конструктор. Из этих палочек можно построить дом. И будет очень интересный дом. Причем каждый придумает свой дом. И это уже развитие фантазии. Каждый использует любой цвет. Палочки могут быть разноцветными. Дом может быть разноцветный. Опять-таки, мы с вами можем построить дом. Каждый свой дом строит на время. Кто быстрее победит? Тот, у кого дом будет построен в первую очередь. Но очень палочки эти люблю. С ними работают мои первоклассники. Мы строим буквы. Построить вот из таких разных палочек букву очень тяжело. Построить букву «ы» трудно. Ребенок должен очень хорошо подумать, как ему подобрать палочки, какие они должны быть, как их распределить. Вот она, буква «ы». Когда я предлагаю детям разный материал для строительства букв, мы строим буквы, потому что нам нужно запомнить начертание буквы, это нам сложно бывает, они очень часто выбирают палочки. Они приятные на ощупь, ими очень приятно работать, они разноцветные, они поднимают настроение. И ребятки с удовольствием работают с этими палочками, строят различные поделки. Я еще раз говорю буквы. Так, вот какая штука. Она сделана недавно. Это старый календарь за 2020 год. Я его разрезала. На компьютере сделала картинки овощей и фруктов. Сделала схемы слов. Ой, как мне так показать, что сделала схемы слов. Вот, пожалуйста, баклажан. А здесь у нас все слова, в которых есть звук А. Смотрите, А можно написать совершенно по-разному. Такие варианты начертания А. И потом мы ищем вот арбуз, звук А в начале слова. Итак, ребенок
Я могу поставить ребенку любую картинку. Это очень ребенку интересно, тем более, что он это делает самостоятельно. Вот здесь у нас с вами уже не подходит. В баклажане звук А мы слышим трижды. Так. И еще здесь у нас есть вот такие зашумленные слова. Ну, первоклассникам, конечно, доступно, детям дошкольного возраста, может быть, не очень, но сегодня дети дошкольного возраста умеют читать. Вот, пожалуйста, ребенок читает и находит ответ правильно или неправильно. Еще раз говорю, что это старый календарь за 2020 год. Такой календарь можно сделать и для обучения счету. Для малышей такой календарь можно сделать разрезные картинки на две части. Для детей постарше можно сделать слоги, когда он будет листать его и соединять слова. Это мы с вами отрабатывать будем навык чтения. Так. Есть еще одна игра. Это игра любимая моя. С этой игрой меня познакомили воспитатели одного детского сада. Посмотрите. Всем женщинам знакомы эти губочки разноцветные. Опять губочки соответствуют требованиям безопасности. Мы с вами моем посуду, мы берем их в руки, следовательно, никакого вреда эта губочка здоровью ребенка не принесет. А мы называем это кирпичики. Это кирпичики. Мы из этих кирпичиков строим дорогу. Из них можно построить ворота. Из них можно построить дом. Опять-таки, с нашими первоклассниками мы строим из этих губочек буквы и цифры. Из этих губочек можно сделать счетный материал. Опять цвет работает, мы закрепляем цвет. Если у кого-то из детей есть проблемы с запоминанием цвета. Теперь посмотрите, опять разная фактура, что очень важно для наших деток, когда у них проблемы с восприятием тактильных ощущений. Можно построить дорогу так, можно построить дорогу по широкой стороне, это будет по-другому. Придумывать. Если вы хотите серьезно заниматься губочками, вы можете для детей предложить еще схемы определенные, когда ребенок будет строить свою поделку по вашей схеме. И это еще больше образовательная нагрузка. Чем нравятся мне эти губочки? Они абсолютно безопасны, если мы даже эти кирпичики дадим очень маленькому ребенку. Они мягкие. Мы всегда, когда даем детям кирпичи деревянные, мы боимся, что ребенок может упасть на этот кирпичик, что он может наступить и травмироваться. На эти кирпичики как угодно можно наступать, на эти кирпичики как угодно. Их можно бросать, их можно сжимать. Вот у нас с вами опять работают руки, опять мы с вами развиваем мелкую моторику. Посмотрите, замечательный абсолютно материал, который можно использовать дома. А самое главное, вот все, что я вам показала, если это сломалось, если это пришло в какую-то негодность от частого употребления, мы можем заменить моментально любую игрушку новой игрушкой. А теперь посмотрите, еще кирпичики. Если мы здесь каждому кирпичику приклеим глазки, носик, ушки, разные по фактуре, то можно сделать из этого кирпичика тигренка. Из этого кирпичика можно сделать лягушонка. Из этого кирпичика, у кого там, я не знаю, рыбку можно сделать, да? И у вас получится целый театр, который вы вместе с детьми можете обыгрывать, и опять-таки различные стихи, и различные сказки. Ребенок 4-5 лет, у него в этом возрасте появляется необходимость обыгрывать предметы. Так, та самая сюжетная игра, ролевая игра, театрализованная игра, когда он может работать какими угодно предметами, оживлять их, озвучивать их, придумывать разные сюжеты.
И когда мы предложим ребенку вот такой материал, а нарисовать глазки, нарисовать носик, нарисовать ротик ребенку даже 3-летнего возраста вполне доступно. Вполне доступно, когда мы ему даем такой материал. И это и будет тем самым развитием, о котором мы все мечтаем очень много и очень много говорим. Так, я, по-моему, все игрушки, которые я принесла, вот посмотрите, еще пробочки. Вот можно пробки подбирать по цвету, вставлять туда вставочки другие, и мы с вами будем учить ребенка и оттенкам, учить ребенка соотносить цвет, что подходит, какой цвет не подходит, что сделало нарядным эту пробочку, какой цвет. Вот если бы здесь сделали розовые вставочки, наверное, это было не так эффектно. А когда мы выбрали цвет другой, и если вы предложите ребенку это сделать и посоветуетесь вместе с ним, тогда будет очень интересно. На мой взгляд, если вы посмотрите на то, что у вас есть дома, то найдете еще больше материала, из которого можно сделать развивающие игрушки, развивающий дидактический материал. Для меня самой было открытие, что вот эти пробочки являются еще и конструктором. Так. И нам бы хотелось в заключение нашей с вами сегодняшней встречи показать вот такой цветочек. Вот, посмотрите, пожалуйста. Из пробок от мягкого, вот тут тоже у нас цвет зеленый потерялся, из мягкого от пробочки от мягкого пюре. Смотрите, какой замечательный цветок. Может сделать даже маленький ребенок и подарить своей любимой маме. У нас скоро 8 марта. Давайте подумаем, что из чего, какой подарок ребенок может сделать вместе с папой. И это для него будут самые счастливые минуты пребывания дома. Это будет самое счастливое время, когда он будет вспоминать, как вместе с мамой, с папой он придумывал игрушки, а потом этими игрушками играл. И еще хочу сказать, когда ребенок получает готовую игрушку, магазинную игрушку, у него нет мотивации беречь эту игрушку. А когда ребенок вместе с вами сделал какую-то игрушку, он будет ее беречь. Потому что это он сам сделал. Это он туда вложил свои усилия, туда вложил свой труд. Поэтому даже вот такую простую игрушку он будет беречь. У меня на сегодня все. Спасибо вам за внимание. Всего доброго, удачи, до свидания. Что у нас, 30 минут получилось?